Всем горячий привет из холодного Якутска. Меня зовут Мария Николаевна, и хотя я уже бабушка взрослого внука, я все еще остаюсь фанаткой украшений. Мне очень нравится смотреть на YouTube видео, где девочки молодые и не очень показывают свои украшения. Я подумала, что мне тоже есть что показать, и решила записать это видео. Итак, начнем. Это мое любимое украшение, вот такое колье. Это колье я купила на выставке бижутерии в Москве. Колье американской фирмы Экстазия. Сделано оно из бронзы вручную. И здесь вот подвеска, похожая на камею, называется инталия. Если у камеи рисунок выпуклый, то здесь наоборот вырезан в баварском стекле. Вот такое колье. Так, дальше. К нему я купила вот такое колечко. Сейчас покажу поближе. Тоже инталия. И вот такие вот серьги. Вот такое вот колье, которое мне тоже очень нравится. Его можно носить вот так, в коротком варианте, а также вот распустить и уже надеть как подвеску. Такая длинная подвесочка. Сейчас покажу поближе. Вот такая вот милая черепашечка. Это американская фирма Patrice, которая тоже выпускает изделия премиум класса, ограниченным тиражом, тоже ручная работа. В этом изделии использована бронза и натуральные камни. Хочу показать еще изнаночку. Такая очень красивая, тоже аккуратная такая изнанка изделия. Вот такой вот серебряный крестик. Он серебряный, эмаль белая и синяя, лунный камень. Сначала я подвесила его на цепочку, но мне не понравилось. Решила сделать такие бусики, но они мне тоже не нравятся. Придется придумать что-то новенькое, переделать. Вот этот крестик, он чешской фирмы Style Avenue. И вот такая же брошка тоже этой же фирмы, тоже Style Avenue. Здесь, значит, серебро, ювелирная смола, стразы. Такая вот тоже симпатичная брошка. Идем дальше. Это подвеска ювелирного бренда «Золотая фисташка». Вот такая подвеска в форме саламандры. Сейчас покажу ее поближе. Посмотрите, какая прелесть. Она вся инкрустирована вот такими вот разноцветными цирконами. Вот такая вот у нее мордочка, лапки такие. Очень красивая подвеска. К ней я прикупила еще вот такое вот кольцо. Очень смелое кольцо, конечно. Крупное такое. Если вы его наденете, конечно, оно не останется без внимания, это колечко. А некоторые женщины считают, ну вот в моем возрасте, например, да, что не стоит носить вот такие крупные украшения, особенно на руки. Во-первых, я считаю, что наши руки заслуживают того, чтобы их украшали. А во-вторых, мне кажется, что наоборот, вот такие красивые крупные украшения отвлекают от наших морщинок, венок на руках. Ну, мое мнение такое. Так, дальше.
Тоже американская фирма Патрис. Вот такое вот замечательное кольцо, тоже ручной работы, с изображением наполеоновской пчелы. Бронзовое и камень оникс. Такое колечко. И вот такие же клипсы. Кольцо итальянского бренда «Золотая фисташка». Барочный жемчуг, серебро. И вот если будет видно, вот здесь вот тоже инкрустация идет. Это разноцветные сапфиры. Такие маленькие вот здесь вот камешки. Такое колечко. И к этому кольцу такие вот серьги. Достаточно крупные. Очень красивые сережки. И с этим набором я обычно на вторую руку одеваю вот такое вот кольцо. Серебро с чернением и камень зеленый аметист. Здесь он, наверное, не видно, что он такой зеленоватый. Кольцо очень по дизайну подходящее, и форма такая у него оригинальная. Так, дальше. Вот такая вот подвесочка. Серебро, барочный жемчуг. Подобрала я цепочку тоже вот серебро и с позолотой. Вот такое вот колечко. Вот так вот оно смотрится. Такое крупненькое, очень интересной такой формы. Дизайн такой необычный. С крупным жемчугом. Сережки тоже вот такого вот плана. Здесь такая вот капелька закручивается. Серебро. И с этим наборчиком я одеваю тоже вот, подобрала такое колечко. Тоже или рядом, или на другую руку. Вот так вот оно сделано. Тоже серебро с позолотой. И опять же зеленый аметист. Так, вот такой браслет. Серебро. Инкрустация голубой топаз. Надеюсь, что видно. И хотя я не любительница браслетов вот такой жесткой формы, но этот браслет мне очень нравится, я его с удовольствием летом ношу. Это итальянская фирма Ганези. К нему вот такое колечко крупное. И вот такие вот серьги. Этой же фирмы итальянской Ганези. Вот такая вот подвесочка. И к этой подвеске вот такие серьги. Достаточно крупные, но они очень легкие и комфортные в носке. Также мне очень нравятся украшения израильской фирмы Дольфинор. Эта фирма имитирует, делает имитацию украшений мировых брендов. Вот такая вот, предположим, подвесочка. Она достаточно простая, но все равно очень такая хорошо смотрится, когда одеваясь с чем-нибудь подходящим. Этой же фирмы вот такое вот веселое колечко. Оно тут и бабочка, и жучок, цветы. Очень красивое такое веселое кольцо. Эмаль, стразы. Так, и опять Дольфинор. Вот такая вот подвеска. Она вся в стразах и вот внутри жемчужинки. Красиво. К этой подвеске есть еще сережки. Вот такие вот серьги. Набор такой. Так, опять же этой фирмы. Очень любимая мною вот такая вот брошь.
с имитацией опалов, с эмалью. Брошечка. Вот такая вот огромная была брошь, слишком уж большая, и там же в ювелирном магазине мне разделили ее на две части. Теперь я могу носить ее вот или вместе, или по отдельности. И еще одна подвеска, тоже фирмы Дольфинор. Вот такая вот подвесочка. Ну вот эту большую деталь в виде розы я приделала к этой подвеске сама из старой брошки. Мне кажется, что так вот интереснее будет смотреться. Так. И очень любимое мною вот такое вот, и самое носимое из моих вот украшений, вот такое кольцо. Сейчас я его даже надену, покажу. Такое вот колечко. И вот такие вот сережки. Серебро с жемчугом. Так, что еще? Вот такие вот симпатичные брошки французской фирмы Натур Бижу. Я не могла выбрать, которую из них купить, большую или маленькую. Пришлось взять обе. И это еще не все. Через какое-то время я проходила мимо этого магазина и увидела вот точно с таким же дизайном, как перышко, колечко. Естественно, тоже не смогла пройти мимо, я его тоже приобрела. Но оно такое огромное, такое вот. Так, и это еще не все. Уже довольно-таки через длительное время я тоже проходила мимо витрины этого магазина и увидела вот такую вот подвеску, вот с таким же дизайном, тоже в виде перышка. Здесь я немножко, правда, добавила, значит, вот жемчужинку добавила, вот такой листик из перламутра. И совсем уже, тоже, наверное, зря, такие довольно-таки невразумительные сережки, но только из-за того, что они вот очень подходят вот к брошам, к этой вот подвесочке. Здесь вот я сняла подвеску у этих сережек, здесь еще не придумала, как бы их еще там до ума довести, чтобы туда подвесить. Так. Люблю броши, их у меня не так много. И люблю броши круглой формы. Вот такая вот брошечка. Вот она много к чему подходит. Так, такая брошка. И точно такая же, но разноцветная такая вот. Яркая. Красивая брошка. Уже можно ее и так, и эдак. И на шапочку можно надеть. Так, дальше. Вот такое вот украшение. Еще ни разу не надевала его. Ювелирное стекло. Кстати, вот металл радированный. Здесь такое красивое нарядное украшение. Куда бы его надеть? Вот такая вот подвесочка. С таким вот бочонком и кистью из цепочек. Так, бочонок такой вот с эмалью, цветочками расписан. Но здесь я тоже приложила свою руку, потому что все вот эти шарики были белые. Я почему-то подумала, что чего-то черного не хватает. Сняла вот где-то несколько шариков вот беленьких и нашла такие же похожие бусины и вот сделала, сама доделала его. Вот здесь внизу тоже подвесила черную бусину. Так. Вот часто ношу я вот свои вот эти часики керамические. К этим часам я купила вот такой браслет, вот такое колечко. Чего-то мне не хватало на грудь. И тут я увидела вот такое вот украшение. Серебряная вот цепочка, и на ней
подвеска из черного агата. И вот эти вот тоже кольца сделаны, тоже колечки из черного агата. Вот оно мне показалось, что оно очень такое подходящее как раз к моим часам, к браслету. Вот это вот последнее мое приобретение. Вот. На этом пока все. Следующее видео будет посвящено украшениям, которые я делаю сама. Пока-пока.